председателем Меджлиса Татарского народа Рифат Чубаров. Политики так бывает, и с политиками так бывает, что самые высказываемые неприемлемые варианты думается о том, что все-таки они не могут быть реализованы. Мы в последнее время очень много говорили о возможном развитии ситуации в Крыму в случае, если политика руководства Крымской автономии, прежде всего речь идет о Верховной Раде Автономной Республики Крым, не будет полностью соответствовать интересам государства и интересам всех жителей Крыма. Вы хорошо знаете ход, причины и последствия вчерашних всех событий. В первую очередь речь идет о больших митингах жителей Крыма у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым, когда одна и очень большая часть участников этого митинга требовала не проводить внеочередную сессию, обоснованно предполагая, что на этой сессии будут приняты решения, которые могут открыть дорогу к катастрофе. Также там собралась другая часть жителей Крыма, которые видели развитие событий в Крыму немного по-другому. Но и тех, и других объединяло желание найти такие выходы, которые бы позволяли бы всем людям в Крыму жить в согласии. К великому сожалению, вчера ночью в больнице города Симферополя скончались два участника митингов, скончались в результате травм, полученных в ходе давки, в ходе этого митинга. И эти давки были образованы уже тогда, когда было всем понятно, что председатель Верховной Рады Крыма Константинов никак не желает прислушаться к мнению людей, чтобы отложить внеочередную сессию. Мы от имени Меджлиса Крымского народа приносим соболезнования семьям погибших вчера двух наших сограждан, участников мирных акций. Еще раз хочу повторить, что смерть наступила в результате травм, полученных в результате давки. Сегодня утром я, как председатель Меджлиса Крымского народа, был разбужен 4 часа 40 минут с уведомлением о том, что два административных здания в Крыму, здание Верховной Рады Крыма и здание Совета Министров Крыма, захвачены неизвестными, вооруженными, в униформе, и они не вступают в переговоры ни с кем из официальных лиц. В ходе дальнейших наших наблюдений за происходящим впоследствии стало известно, что через некоторое время после захвата зданий близ города Симферополя в двух местах были зафиксированы появление БТРов. БТРы, которые принадлежат к воинским подразделениям Черноморского флота Российской Федерации. Официальное объяснение появления этих БТРов состояло в том, что, мол, они после выполнения своего задания, которое заключалось в том, чтобы осуществлять усиленную охрану гвардейского гарнизона, который тоже находится в подчинении Черноморского флота Российской Федерации,
они, мол, возвращаются на постоянную свою базу дислокации в Севастополь. А их остановка близ Симферополя связана с определенными техническими проблемами. Таким образом, в этих двух событиях, захват административных зданий и появлением близ Симферополя БТРов, мы увидели взаимосвязь. Дальнейшее вы уже достаточно знаете из разных интервью, в том числе председателя Совета Министров господина Могилева. Позвольте мне на этом не останавливаться. Сейчас одно из зданий, захваченных ранним утром, оно находится также в режиме недопущения никого. Это здание Совета Министров. Попытки председателя Совета Министров Крыма господина Могилева вступить в переговоры с захватчиками, чтобы хотя бы уточнить их цели, задачи и условия, не привели ни к чему, и он об этом детально рассказал вам, журналистам. В здании Верховной же Рады Крыма захватчики пропустили председателя Верховной Рады, членов президиума, и сейчас там ведется работа по созыву депутатов для того, чтобы в 14 часов открыть неочередную сессию. Сразу отмечу, предваряя ваши вопросы, я и мои коллеги по фракции Курултай-Ру, как депутаты, не получили никаких уведомлений ни телефоном, ни смс о том, что кто-то приглашается на сессию. Кроме того, на территории Автономной Республики Крым в ряде дорог появились блокпосты с негосударственной для Украины символикой. И на этих постах находятся люди, которых невозможно идентифицировать как официальных представителей украинского государства или правоохранительных сил, расположенных в Крыму. Таким образом, сейчас в Крыму сложилась такая ситуация, которая полностью раскрыла планы отдельных крымских политиков, которые, исходя из разных мотиваций, а некоторых из них, возможно, мы даже не знаем, стали инструментами проведения политики, полностью противоречащей политике легитимных органов государственной власти в Украине. Для того, чтобы после изучения ситуации, что сложилось и складывается в Автономной Республике Крым, Меджлис крымско-татарского народа, я как его председатель, ранним утром через средства массовой информации, и я благодарю тех, кто откликнулся на это, я обратился к крымским татарам и ко всем жителям Крыма с призывом сохранять спокойствие, взаимодействовать максимально с органами местного самоуправления в целом исключения будь каких провокаций, которые могли бы еще более усугубить сложившуюся ситуацию. Минут 40 назад завершилось заседание срочное, то есть тоже внеочередное заседание Меджлиса крымского народа, на котором мы приняли решение, с которым я хотел бы вас ознакомить. Решение Меджлиса крымского народа номер 11 от 27 февраля 2014 года о создании совместных территориальных штабов по урегулированию общественно-политической ситуации в Крыму региональными меджлисами, районными государственными администрациями и мэрами городов с участием правоохранительных органов. Позвольте мне преамбулу некоторые вещи пропустить. Но здесь указывается, что в связи с захватом зданий Верховной Рады АРК и Совета Министров АРК 27 февраля 2014 года, а также с целью недопущения возникновения конфликтов и для стабилизации общественно-политической ситуации в Крыму, Меджлис крымского народа решил: первое, создать совместные территориальные штабы по урегулированию общественно-политической ситуации в Крыму региональными меджлисами,
районными государственными администрациями и мэрами городов с участием правоохранительных органов. Второе. В случае отсутствия возможности создать совместные территориальные штабы с представителями власти в регионах Крыма, решение о создании штаба и его составе принимает председатель регионального меджлиса. Все вопросы, связанные с ситуацией в регионах, направляются в региональный меджлис для принятия решений. Все инициативы и решения, это пункт 4, связанные с обеспечением охраны общественного порядка и защиты жизни людей, на всекрымском уровне принимаются президиумом Меджлиса крымского народа. В исключительных случаях решение принимается председателем Меджлиса крымского народа с последующим утверждением президиума Меджлиса крымского народа. Я подписал это решение. Таким образом, мы, реализуя эти меры, исходим из того, что во всех местах, населенных пунктах Крыма, мы предлагаем совместно с органами представительной и исполнительной власти, с правоохранителями, создать такие штабы, чтобы не допустить дестабилизации общественно-политической ситуации на их территориях. С такими же предложениями мы выходим в адрес общественно-политических организаций в Крыму, которые исходят из таких же подходов, с которыми исходим мы. И последнее. В 14 часов, возможно, откроется сессия Верховной Рады Крыма. Возможно. Мы знаем, какие сейчас силы брошены на то, чтобы убедить, в кавычках, тех депутатов, которые вчера, осознавая опасность для Крыма, бойкотировали проведение сессии или не принимали участие в его проведении. Я сам, как депутат, имею несколько телефонных звонков от своих коллег, которые мне рассказывают, в какой форме это происходит, давление на них. Мы обращаемся ко всем депутатам Верховной Рады Крыма и тем, кто придет на сессию, и тем, кто, возможно, не примет участие в работе сессии, осознать свою личную ответственность за дальнейшее развитие ситуации в Крыму. Особо мы обращаемся к тем, которые безответственно готовы проголосовать за те предложения, которые подготовлены безвольным и полностью контролируемым извне председателем Верховной Рады Крыма господином Константиновым. Мы уверены в том, что жители Крыма сумеют совместными усилиями, течением те провокации, которые еще могут быть реализовываться в Крыму с целью усугубления ситуации, они, не вовлечение в эти провокации, остановят опасность, в которую мы уже по большому счету втянулись. И теперь самое последнее. Мы вчера действительно остановили, а сегодня я уже говорю, остановили было опасность, которая нависла над Крымом, но сумеем ли мы до конца уйти от предстоящей катастрофы, зависит уже от всех, и не только, и не столько от крымских политиков. Мы предпринимаем наши действия для того, чтобы максимально заактивизировать механизмы, которые могут уберечь разные стороны от втягивания в конфликт, который уже начал искусственно, даже не конфликт, мы предостерегаем от втягивания, прямое вмешательство в внутриукраинские дела, прямое вмешательство в крымские дела со стороны третьих участников, и обращаемся к международной общественности применить весь арсенал предусмотренных в таких случаях мер воздействия на потенциальных агрессоров. По очереди можно kısaca taleplerimizi ve şu alınan Ayrı olabilir çünkü arkadaşlar da basın bakışabilir. toplantısından sonra olabilir. Olabilir. Tamam. Вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какие вопросы могут приниматься на сессии, как вы думаете? Все-таки вот вы говорите о том, что давят на депутатов, кто давит и кто может контролировать конфликты в воскресенье?
на сессии будет рассмотрен вопрос о, я так думаю, поскольку меня уже сегодня никто не информировал и не приглашал, об общественно-политической ситуации с принятием соответствующего обращения. Я был бы удовлетворен, если это обращение будет в рамках того проекта, который был подготовлен вчера в ходе анализа ожиданий людей, которые собрались у Верховной Рады Крыма. Вчерашний проект заявления, он был направлен на то, чтобы, пользуясь ситуацией, я уже говорю так, как я его воспринимаю как политик, пользуясь ситуацией, максимально перебрать на себя полномочия от центра к автономной республике Крым. Перебрать полномочия в такой мере, чтобы при необходимости сделать второй шаг, которого мы все опасаемся. Сделать второй шаг, который направлен на отторжение Крыма от Украины и, возможно, обращение к другому государству об оказании помощи в защите, для меня в кавычках, Крыма. Сегодня будет ли этот текст предложен депутатам, если они соберутся и будет кворум, или будет иной, более жесткий текст, мне неведомо. Я думаю, что если будет кворум, то будет вопрос о правительстве Крыма. И, наверное, уже имея полную развязанность рук, коллеги, если у них будет кворум, наверное, сразу приступят к формированию правительства. Правительство, в которое попадут люди, лоббируемые и получившие гарантии извне. Как только они будут назначены, мы по каждому из них выскажемся в пределах тех информаций, которыми мы обладаем. Еще вопросы есть? Могу сказать еще одно, что поскольку официальный сайт Меджлиса крымско-татарского народа все еще находится под DOS-атаками, мы все официальные наши документы и другие решения размещаем на официальной Facebook странице Меджлиса и, я так понимаю, на вашей странице Лилии Муслим. Рифат Ага, все-таки кто собирал людей на сессию? Кто приглашал? Сегодня? Да. То есть есть такая информация? Конечно, господин Константинов. Я хочу сказать, что у меня редко бывает такого, когда я не нахожу хотя бы для себя ответов, почему другой человек так поступает. Вот представьте себе ситуацию. А мы ее вчера многие переживали, я, не всех, но некоторых из вас видел в гуще людей, которые вчера собрались у Верховной Рады. И все-таки настроение у всех было очень тревожное, у всех. У меня оно было просто до такой степени тревожное, что я не понимал и был в отчаянии от того, что не мог вчера убедить господина Константинова просто перенести сессию на несколько дней. Все его коллеги соглашались, я не хочу сейчас называть фамилии, а он просто молча смотрел и не принимал решения. В его глазах была просто обреченность какая-то. И уже когда в зале было 49 голосов, и надо было видеть его глаза, я говорю, что все, закрывайте сессию, и там мои коллеги сидят, они могут подтвердить. Иначе сейчас, как только сессия будет объявлена, эти люди ворвутся, я буду защищать вас, но они и вас, и меня просто размажут в этом зале. И я вижу, что все это понимают. Господин Константинов молча встал, поклонился всем и ушел. Сказал, что через час будет. Я когда уже подробно объяснил своим коллегам, и, видимо, некоторые из них пошли еще раз, воздействовали на него, он пришел в несостоявшуюся сессию, но лицо его не изменилось. Я из этого сделал вывод, что объективный страх, который есть у каждого человека в закрытом помещении перед большой группой людей, которые могут зайти в это помещение и попытаться по-другому тебя убедить, это объективный страх, он и у меня бывает. Вот, видимо, у Константинова есть причины для иного, большего страха, нежели страх перед теми людьми, которые вчера собрались. Я думаю, что вот этот больший страх его заставил сегодня поступать так, как он сейчас поступает. Я не знаю у него, какие обязательства и перед кем, и что ему угрожает.
телеканал АТР. Рифат Ага, расскажите, пожалуйста, поподробнее о вот этих вот штабах, которые будут создаваться, кто в них будет входить и вот их конкретные действия. Мы уже в 2 районах с утра провели такие штабы, вернее, в одном уже создали, в Сакском районе. Председатель райгосадминистрации, председатель регионального меджлиса, начальник милиции, местные там авторитетные люди, как скажем, священники, члены регионального меджлиса. Эти люди, которые готовы в любой момент предпринять все действия на своих территориях для того, чтобы погасить любую искру, которая может привести к дестабилизации ситуации в их регионах. Это развитие той идеи, того предложения, с которым я выступал на предыдущей сессии, которая была в плановом таком порядке. Вместо отрядов самообороны создавать такие координационные центры в каждом районе. И это было воспринято с очень большим воодушевлением практически всеми администрациями в Крыму. Потому что это более, не буду я вам это говорить, вы сами знаете, это более эффективная форма воздействия на людей и убеждения людей в необходимости вести себя таким образом. Мы надеемся, что и в этот раз вот по созданию таких штабов на местах мы найдем полную поддержку. Хотя бы только потому, что очень многие представители местных органов самоуправления, исполнительной власти, просто не понимают логику и характер действий последнего времени, которые предпринимает Президиум Верховной Рады и его председатель. Телеканал Интер. БТР Крым, извините, Рифат Ага, скажите, пожалуйста, вот сейчас было обращение Президиума Верховного Совета Автономной Республики Крым о том, что общекрымский референдум по вопросу усовершенствования статуса АРК. Как вы считаете, этот референдум может помочь что-то решить или нет? Или сейчас вообще речь не идет об этом? Я меньше всего сейчас хочу входить в правовые аспекты, связанные с проведением референдума или референдумов на отдельных территориях Украины. Там есть масса вопросов. Но хотел бы сказать, что для того, чтобы объявлять такой референдум, не надо вводить вооруженных людей, практически террористов, для захвата административных зданий. Я вам хочу еще раз повторить то, что я сказал. Мне видится, что все, что бы сегодня не принималось на сессии, это будет первый шаг для того, чтобы реализовать план отторжения Крыма от Украины. И своего рода это даже, знаете, это большая такая дубинка над Киевом, шантаж, но не крымская дубинка, чужая. Константинов игрок вот в этой геополитической такой, знаете, шантажной схеме. Газета «Вести». Рифат Абдурахманович, в ваш адрес за последние дни лично угрозы какие-то поступают, предложения к каким-то компромиссам там и пойти на... Очень грязные угрозы, но грязные, циничные, с точки зрения исполнения того наказания, которое мы с точки зрения этих людей достойны. И, в общем-то, определенное такое психологическое давление через телефонные разговоры в разных формах, и в мягких формах, и в жестких формах. Интер. А скажите, пожалуйста, а планируется какое-то наблюдение за воинскими частями, которые базируются на территории Крыма, чтобы понимать, как они перемещаются? Я не хотел бы говорить о том, что мы хотим выполнять задачи и работу тех органов, которые наделены полномочиями и обязаны выполнять эту работу. Но ничто в нашем обществе не может сейчас проходить как бы незаметно. И, разумеется, мы ведем мониторинг всего того, что происходит на тех или иных территориях. Мы ведем такой мониторинг. Но этот мониторинг для нас. Нам хотелось бы, чтобы официальные органы вели мониторинг и принимали бы действия, если они выходят за действия по устранению тех или иных моментов, выходящих за пределы действующего законодательства Украины. Люсьян, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по вашей информации, какой роль играет сейчас партия «Русское единство»? У вас есть постоянный контакт с господином Аксеновым? Мы сегодня только утром, после получения информации, я так понимаю, он тоже получил ее, он мне позвонил, я уже предпринял некоторые действия.
Он мне сказал, что его задача это, чтобы люди сохраняли спокойствие. Я ему ответил, что я уже такие распоряжения в той части, где я могу их реализовывать, я уже дал. И мы говорили о том, что действительно спокойствие людей это есть главное такое препятствие к новым провокациям. И партия, она играет конструктивную роль сейчас. Я не успеваю все отслеживать, вы, может быть, более мобильны. Я, насколько я знаю, сейчас Русское единство проводит, собирает своих сторонников у Верховной Рады, и я не знаю, с какими они там требованиями собрались. Если это требование сохранить мир в Крыму, сохранить территориальную целостность Украины, мы их только будем приветствовать. Фатага, вы будете пытаться попасть на это заседание? Нет, я не вижу в этом необходимости. Более того, я считаю, что все те, кто туда пойдет, они не просто идут на сговор с террористами, они идут в такие условия, когда обязаны сами, они добровольно идут, даже если это под давлением. Они добровольно принимают решения для того, чтобы принимать решения под дулом автоматов. Я могу сказать о том, что я имею общие сведения о характере того оружия, которое есть в каждой из этих групп. Поверьте мне, это такое оружие, которое потребует, если их силой выводить из этих зданий, целых таких армейских операций. Еще есть вопросы?